Я боюсь не успеть на 5 минут, поэтому сразу скажу свою самую основную мысль. Необходимо создать концепцию или стратегию развития национальных СМИ. Это, мне кажется, сейчас вот с этого надо начинать, и уже мы сначала сами проработать должны, что мы можем, какие у нас ресурсы и как мы можем двигаться вперед. И потом уже выходить с инициативой к Раде Фаритовичу и так далее, и дальше уже это реализовывать. Это была основная мысль, и дальше уже, наверное, обоснование этой мысли. Дорогие друзья, мы сейчас, конечно же, переходим на новую эпоху, и мы здесь с вами должны понимать, ну, во-первых, всю ответственность, это, мне кажется, каждый понимает, но перед нами есть очень интересный сюжет, исторический, я как историк уже, наверное, здесь говорю. У нас есть, наверное, по большому счету, горький опыт 90-х. Опыт 90-х, когда наше общество распалось, когда наше государство распалось, когда мы начали пересматривать нашу историю, разделились там на красных, на белых, на этих, на третьих и так далее. И мы видим, как вдруг некогда могущественная страна вдруг начинала расползаться. Расползаться в первую очередь в головах. И тогда, вот, к сожалению, мы, наверное, не сформулировали, но мы, я подразумеваю в данном случае и медиа, представителей медиа, журналистов, наверное, тогда уже больше подходит, да, этот термин. Сейчас же у нас перед нами, перед глазами есть опыт. Опыт именно той, на самом деле, трагедия. Трагедия, если, может, для каждого человека это, может, не такая уж трагедия была, но когда мы ее умножаем на миллион, на 140 миллионов, да, это становится настоящей трагедией, трагедия нашего общества. И у нас есть опыт, во-первых. И мы должны, во-первых, осмыслить, а что происходило в 90-е годы. В 90-е годы также, на самом деле, целенаправленно разлагали наше общество. Может быть, многие элементы мы и сейчас видим. В виде того же фейк-ньюс, тех же забросов и так далее. Тогда, вот если вы откроете любой журнал «Огонек», любой номер журнала «Огонек», вы видите, как пересматривали все наши сюжеты, что это плохое, вот здесь плохое, вот здесь вот империя зла, вот здесь вот геноцид практически и так далее. То есть все вот эти вот сюжеты, они внедрялись в наше общество, они прямо вкручивались, можно сказать, да. Ну, наверное, можно выделить, вот я как историк, наверное, выделяю два основных принципа, как это делалось. Во-первых, внушали людям страх. Вот помните, наверное, маньяка Щекотилу, да? Помните, да? Сейчас кто-нибудь помнит какого-то маньяка, может сказать, вот сейчас? Никто. А потому что тогда, скорее всего, это специально делалось. То есть людям как-то внедряли страх. Страх перед маньяками, страх перед государством, страх перед милицией, перед прохожим, перед соседом своим. Да, везде мы должны были всех бояться. Второй принцип – это лишение рационального мышления. То есть мы не должны рационально мыслить. Ну, наверное, вот я на самом таком простом, наверное, пример приведу, самый простой. Знаете, зачем мы ставили банки с водой перед телевизором? Мы заряжали эту воду, да? Заряжали. Я понимаю, только старушки ставили, но это все равно наша аудитория. Это все равно аудитория, по которой работали. И здесь и гороскопы, и так далее. И если уже переходим от такого бытового на более верхний, пересматривают это наши исторические сюжеты. Итоги Великой Отечественной войны, пересмотр сюжета об Александре Невском и так далее, и так далее. То есть по каждому сюжету отдельно шла работа. По большому счету, сейчас что мы здесь видим, это по большому счету продолжение той самой работы. Только сейчас она более массированная уже. Но сейчас у нас есть самое главное, самое ценное, что у нас есть. У нас есть опыт. Мы это все пережили. У нас на общественном уровне у нас травма, и мы должны это понимать. Травма распада общества, травма распада нашего государства. И с этим опытом мы должны дальше двигаться. Вот смотрите, относительно сюжетов. Великая Отечественная война закончилась. Было поколение, которое помнило эту войну, это невзгоды и так далее. Оно ушло, приходит новое поколение, оно забыло, что такое война на самом деле. Происходит распад страны в 90-е годы, концы 80-х, перестройка и так далее.
Сейчас мы не должны допустить такого, чтобы наше поколение следующее, оно помнило, что происходило, да? Оно должно помнить вот эту память, и это во многом зависит в том числе от национальных медиа. Именно здесь, мне кажется, если мы говорим о некой такой цельной концепции, цельной стратегии, мы должны понимать вместе с вами, вот я как представитель общественной организации, Зугурая Агануровна как представитель общественной организации национального культурного характера, мы должны с вами вместе с национальными медиа сформировать смысл, нашу миссию, зачем мы нужны. И мне кажется, здесь ответ вот сейчас, вот, может, год назад я бы где-то сомневался, но сейчас этот ответ очевиден. Мы должны с вами вместе формировать нашу общую объединяющую платформу. Патриотическая платформа, там, платформа единого некого такого культурного пространства. Можно как угодно называть, но это должна быть результат нашего созидательного труда. И здесь, конечно же, многое зависит от национально-культурных организаций национального характера, да? То есть в данном случае мы должны проговаривать все эти вещи именно на четкой позиции того же Курултая Башкира, той же Ассамблеи народов и так далее, медиа должны выстраивать свою вот эту всю площадь. Да? Но должно быть самое первое, должен быть какой-то стержень. Я думаю, здесь и Эльвира Натовна, и Зугурая Агануровна, и, надеюсь, я все-таки сформировали вот тот взгляд, наше мнение на самом деле, наше мнение по отношению к международной обстановке, наше мнение по отношению к нашему состоянию общества. И сейчас, я думаю, надо уже следующий шаг, а как это выразить непосредственно, как сформировать вот это самое информационное пространство. И мне кажется, здесь мы должны отталкиваться от самого главного тезиса, о том, что Россия на сегодняшний день, как российская цивилизация, как евразийская цивилизация, является главным и единственным очагом для подавляющего большинства наших народов. То есть башкир может быть башкиром на самом деле полноценно именно здесь. Там чуваш, якут, нагаец именно здесь. То есть, например, если он переезжает туда же в Турцию, например, тот же сибирский татарин, например, он через поколение, на следующем поколении уже потеряет. Уже там нет возможности сохранять свою культуру в поколениях. И эта возможность, вот это именно создание культурного очага, она находится именно здесь. И это мы должны с вами полностью осознавать. И здесь я бы хотел привести положительный пример маленького народа, буквально чуть больше 100 тысяч населения, это нагайцы. Вы посмотрите, какие у них паблики в YouTube-канале, насколько они активны. Я бы особенно отметил астраханских нагайцев, юртовских нагайцев. Полностью пронизано патриотическим дискурсом именно про-нагайский. То есть именно нагайцы, они видят свое будущее именно здесь, вот именно в этом культурном цивилизационном пространстве. И это на фоне того, что кто-то на Первом канале ищет там несуществующую лошадь и так далее, да, вместо того, чтобы формировать платформу против тех же Идель Реалий или там того же Руслана Айсина, да, блогеров, которые, откровенно говоря, уже переходят определенную черту. Здесь мы должны с вами понимать, наверное, следующую уже такую миссию второго порядка, это наша просветительская миссия. Создавать порядок из информационного хаоса. И вот в этот хаос сейчас нас хотят погрузить, и мы видим его, его границы, что он почти близко совсем к нам. И национальные СМИ именно должны создавать порядок. Недаром, вот я, к сожалению, не смог так найти цитату, но она так мне понравилась. «Разум говорит на родном языке». На родном языке мы должны формировать смысл нашего существования в рамках единой российской цивилизации. Вот это, мне кажется, наша самая главная цель, самая главная миссия. И исходя из этого, я считаю, мы должны формировать наше концептуальное будущее. Мы должны формировать нашу стратегию. Рахмат Улаш Мухаммедович, да, спасибо, присаживайтесь. Я думаю, что прозвучали такие ключевые тезисы, которые требуют где-то осмысления, где-то
обсуждение. И, наверное, коллеги, которые вслед за вами будут выступать, будут, может быть, апеллировать к вашему выступлению. Но хотелось бы, по крайней мере, потому что на самом деле такая важная, большая история, про которую мы на пленарке начали говорить, про национальную политику Российской Федерации, о том, что сегодня, конечно, это такая... Ну, для любой страны это уязвимая тема, потому что для каждого его этнос, его народ – это такой триггер, на который человек сразу реагирует. И поэтому здесь наша задача именно вот в текущих условиях. Вот, понимаете, вот с одной стороны мы все, живя в этой республике, работая в наших СМИ национальных, для нас это такой формат, ну вот как воздухом дышим, да, для нас все понятно, что нигде, кроме как в России. Для нас это понятно. А для нас понятно, что мы, как этнос, великие, и в то же время мы граждане Российской Федерации. Для нас это понятно.